А вы знали, что всего за сутки человек производит порядка 1 килограмма мусора? Цифра не очень большая, правда? Если не учитывать того, что весь подъезд пятиэтажного дома за то же время производит 50 килограммов, а целый многоквартирный дом уже 250 тех же самых килограммов. Цифра уже заметно выросла. А давайте на секундочку представим, что весь этот мусор никто не будет убирать. В таком случае всего за 4 дня здесь появится целая тонна бытовых отходов. Согласитесь, малоприятная перспектива. Так каких же все-таки нужно приложить усилий, чтобы этого не допустить? Сегодня поговорим о том, как работает система сбора и утилизации мусора. Конечно, стоит начать с мусорных контейнеров. С каждым днем в республике их все больше и больше, причем каждый отвечает самым современным требованиям. Есть для общего и раздельного мусора. Впрочем, работа по сбору и сортировке отходов начинается не здесь, а в уютном офисе. Центр обслуживания клиентов. Пока их всего 2 в республике, в Янауле и Нефтекамске, но до конца года планируется открыть еще 3 таких отделения. В них заключают договор по обращению с твердокоммунальными отходами. Обслуживают как юридических лиц, то есть целые организации, так и простых граждан, проводя перерасчет и корректировку данных. Сюда же можно прийти с обращением или жалобой, но самое главное, что теперь оплата услуг стала максимально простой и не занимает много времени. В терминале выбираем физическое лицо, муниципальное образование, оплата за услугу по обращению с ТКО, выдается талончик в электронной очереди. После этого происходит вызов в кассу. Оплата без комиссии банка производится за пару минут. Теперь, когда все формальности соблюдены, начинается работа регионального оператора, а первым делом – сбор твердокоммунальных отходов. Здесь все очень просто, но на что и стоит обратить внимание, так это на новенькие мусоровозы. Такая машина способна без труда собрать до 12 тонн отходов, значительно превышая возможности устаревшей техники. Следующая остановка – мусоросортировочный комплекс. В качестве примера возьмем предприятие города Стерлитамак. Тут-то и начинается вся основная работа. Первым делом весь мусор отправляют на конвейер. Именно так наш мусор перебирают вручную. Пластик, стекло, бумага и другие материалы складывают отдельно, это для вторичной переработки. Но основная масса отходов идет дальше, прямиком под пресс. Это финишная прямая. Весь нужный продукт поступает в этот пресс, где под высоким давлением формируются плотные кипы, которые в дальнейшем поступают на полигон, на захоронение. По объему это раз в 20 меньше получается, чем бы мы везли просто навалом. Ну вот и все. На выходе получаются вот такие спрессованные бруски. Именно их и будут захоранивать на специальном полигоне. Кстати, а что будет дальше с теми материалами, которые были отобраны на конвейере в самом начале? Их ждет вторая жизнь. Здесь мы получаем вот из этих ящиков путем дробления вот такой вот флекс, который идет, соответственно, переплавляется и получается из него другие пластиковые изделия. И все-таки, как же выглядит современный мусорный полигон? Чтобы это узнать, нужно снова отправиться в Нефтекамск. Да, вид, конечно, мало привлекательный, картину не спасают даже стаи чаек. Хотя, нужно признать, выглядит завораживающе. Но в действительности все не так просто. Современный полигон как многослойный пирог, который отвечает требуемым нормам безопасности и охраны окружающей среды. Давайте рассмотрим это на графике. На самом дне полигона поверх песка и глины укладывают изолирующий материал, так называемую геомембрану. Это защитный слой, предотвращающий загрязнение окружающей среды. Далее дренажная система, которая представляет собой сеть труб с отверстиями, куда стекает вся жидкость и через специальные насосы поднимается на поверхность. Когда полигон будет заполнен отходами, его засыпают песком, грунтом и специальным защитным экраном, а сверху земля и различные насаждения. По такому принципу работают все 4 региональных оператора республики. Некоторые из них наладили еще и вторичную переработку. Кстати, для сравнения, вот что утилизация отходов представляла из себя в начале 2000-х. Несанкционированные свалки, где о какой-либо системной переработке не могло быть и речи. Людей не смущал даже огромный знак: свалка мусора запрещена. Кардинально изменилось количество контейнеров.
изменилась сама система сбора, вывоза, утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов. Действительно начали работать региональные операторы, которые весь 2019 год, будем так говорить, население привыкало к новой услуге обращения с твердыми коммунальными отходами. Дальше мы поставили себе задачу максимально привлечь инвестиции в данную отрасль, для того, чтобы у нас появились современные мусороперерабатывающие заводы, мусороперерабатывающие комплексы, и также в каждом районе был свой либо полигон, мусоросортировочный комплекс, который обеспечивает полностью максимальное извлечение вторичных ресурсов и минимальное захоронение твердых коммунальных отходов. Впрочем, это еще не все. Каждую неделю с обсуждения вопросов по мусорной отрасли начинается совещание по решению текущих проблем в коммунальной сфере при участии первого вице-премьера республики Андрея Назарова. Поручения, которые были неделю назад, и в целом работу проверим. В зале представители министерств, ведомств и региональных операторов, также на прямой связи главы районов республики. За час спикеры успевают дать краткий отчет о проделанной работе, обсудить текущие вопросы и получить новые задания. Но самое интересное начинается, когда дело доходит до обращения граждан. Их озвучивают прямо на совещании. Шимбайский район, Новооптиково. Жители беспокоят переполненные контейнеры. Из ответа рекоператора мы видим, Экосити, что сбой произошел из-за поломки спецтехники. Каждое такое сообщение разбирают на месте с участием главы района и представителя рекоператора. Всего озвучивают несколько случаев, при этом проблему решают на месте. Вот, например, фотографии с переполненными контейнерами, сделанные в селе Мариинский Стерлитамакского района. Рекоператор забирает там мусор раз в неделю, но, по всей видимости, из-за выходных отходы скопились чуть раньше. А вот обращение из Чешминского района. Недалеко от железнодорожной станции появилась несанкционированная свалка. Жители сообщили о проблеме, и решение не заставило себя ждать. Мусор собран, предупреждающий знак установлен. Но как бы оперативно не решалась проблема, количество таких обращений – показатель достаточно важный. Это можно понять в ходе одного из совещаний, когда первый вице-премьер республики Андрей Назаров, мягко говоря, порекомендовал некоторым спикерам обратить на это внимание. Если жалобы увеличатся, тянуть не будем. Будем жестко менять. Начнем с руководителей, потом с операторов. Имейте в виду, вот я вас предупредил, вот 2 недели на исправление. Жалоб будет больше, чем сегодня, пеняйте на себя. Это лишь общая картина того, как устроена система сбора и утилизации мусора в республике. В нашей программе мы расскажем обо всех направлениях этой отрасли в деталях. Смотрите в следующем выпуске, что такое раздельный сбор мусора и какая от него польза. Вот вам еще один интересный факт. Если весь мусор, произведенный жителями нашей страны за год, выложить вокруг экватора, то получится стена шириной 1 метр и высотой порядка 10 метров. Но если вас это не впечатлило, то тот же самый мусор, собранный за год, выложить башней шириной метр на метр, то получится конструкция, по которой можно будет добраться до Луны.